Здравствуйте. Судя по сообщениям информационных агентств, командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чечне генерал Пуликовский начал отсчет 48 часов, отводимых на выход из Грозного оставшихся мирных жителей. Вслед за этим в отношении укрепившихся в городе боевиков начнутся широкомасштабные боевые действия с использованием всех имеющихся сил и средств. Должно быть, командующий решил положить конец двоевластию, установившемуся в городе после 6 августа. Взрывоопасную атмосферу анархии передает репортаж, полученный нами от наших специальных корреспондентов, работающих на местах боев. Сегодня в течение нескольких часов у площади Минутка в Грозном шел бой, а жилые кварталы Старопромысловского района города подвергались минометному обстрелу федералов. До вчерашнего вечера в этом здании находилась военная комендатура Старопромысловского района Грозного. Вчера вечером подразделение федеральных войск численностью до 300 человек сдало это здание бойцам чеченских вооруженных формирований. Условия договоренности, достигнутые вчера между российскими и чеченскими командирами, были предельно просты. Федералы оставляют боевикам приданную им бронетехнику и тяжелые вооружения и, забрав свое штатное оружие, дабы не попасть под военный трибунал, без единого выстрела по коридору, предоставленному чеченцами, организованно выходят из города в аэропорт Северный. По словам командующего северо-западным направлением чеченских вооруженных формирований Вахи Арсанова, высокопоставленный офицер федеральных войск, руководивший выводом солдат, пообещал, что Старопромысловский район больше не будет подвергаться обстрелам с российских позиций. Однако обещание осталось обещанием. Мины и минувшей ночью, и сегодня днем рвались в жилых кварталах района. Между тем, в городе еще остались 3-4 точки, оборону которых держат войска. Обещания, подобные тому, которое вчера дал российский офицер чеченским командирам, и их соответствующее выполнение, возможно, обрекают на гибель тех, кто еще не сдался. В следующий раз чеченцы могут не поверить. Блокпосты, которые еще стоят здесь в Грозном, их просто не было команды штурмовать вашим отрядом? Если хотите, я могу просто вам зачитать и приказ, который у меня имеется. У меня приказ просто блокировать, не убивать, просто блокировать. Там находятся действительно военнослужащие, многие срочные службы. Если они пожелают покинуть Чечню, поехать домой к своим родителям, мы даем им право. По словам Вахи Арсанова, федералы стягивают к Грозному свежие силы, что косвенно подтверждают слухи о возможном штурме войсками города. Более 300 единиц они уже подтягивают к городу Грозному со стороны Терского хребта и со стороны Сунжинского хребта. Однако у многих из тех военных, кто остался блокированными в Грозном, нет никакого желания воевать. Вчерашний прецедент со сдачей комендатуры, возможно, повторится. И не раз. Сергей Гапонов, Вячеслав Титов, Максим Мамеев, НТВ, Грозный. Ключевая роль в нормализации обстановки в Чечне отводится фигуре генерала Александра Лебедя. На сегодняшний день он совмещает посты помощника президента по национальной безопасности, секретаря Совета безопасности и полномочного представителя президента в Чеченской Республике. Теперь, когда события вступают в решающую фазу, особенно важна уверенность генерала в собственных силах. Поэтому журналистов беспокоил вопрос, удалось ли ликвидировать помехи, тревожившие Лебедя все последние дни и грозившие успеху его миссии. Во вторник новый пресс-секретарь президента обнародовал ответственные поручения, предписанные секретарю Совета Безопасности новыми указами главы государства. Прошу восстановить систему обеспечения правопорядка в городе Грозный по состоянию на 5 августа сего года. Имеется в виду деблокирование государственных учреждений, блокпостов и пунктов расположения войсковых частей и подразделений, а также прекращение военных действий и продолжение мирных переговоров. Журналистской аудитории, оказавшейся в числе первых слушателей полного текста указов, лучше других известна степень их выполнимости. Если президент имеет в виду, что нужно выбить всех боевиков из Грозного, освободить здания, там, районы и так далее, то, скажем откровенно, президент тогда толкает ситуацию к той, которая была в январе 1995 года. В те дни российскими войсками командовал генерал Рохлин, которому до сих пор памятны трения с конкурентами из МВД. Да, мне, как командующий ферой группировки, не подчинялись те или иные войска, в том числе войска МВД. Не выполняли мои приказы. Генералу лучше других понятны проблемы, с которыми столкнулся генерал Лебедь, вынужденный 2 днями раньше поставить вопрос ребром, заочно апеллируя к самому президенту. Вам, Борис Николаевич, предстоит сделать весьма нелегкий выбор. В системе должен остаться кто-то один. Или Лебедь, или Куликов.
вопрос не в Лебеде и Куликове, а вопрос государственности. И эта государственность заключается в том, что в стране должны быть поставлены точки. Я не говорю фамилию Лебедь, но если кому-то дали полномочия, то все и абсолютно должны подчиняться. За конфликтом между генералами Лебедем и Куликовым, на мой взгляд, стоит не амбиции каких-то высших должностных лиц, а реальная жизненная проблема. То, что в Чечне невозможно управлять разрозненными боевыми силами из одного пункта. Единодушную убежденность в невыполнимости очередных поручений главы государства президентская сторона пытается компенсировать предоставлением генералу Лебедю все новых и новых полномочий. Президент своими двумя поручениями настраивает секретаря Совета Безопасности на конкретную деловую и предметную работу в рамках данных ему весьма широких, если не сказать беспрецедентных, полномочий. Однако журналисты скептически оценивают эффективность концентрации в одних руках стольких разнородных постов. Вообще, чем больше должностей, тем меньше власти, потому что чем больше должностей, тем больше начальников. У помощника президента по национальной безопасности, господина Лебедя, есть начальник Чубайс. А у члена Совета обороны господина Лебедя есть начальник Батурин. К великому сожалению, при создании Совета обороны просто оторвали отдельную часть функций от Совета безопасности. То есть на более высоком уровне, уже государственном, создали ведомственность. Когда будет единоначалие, а в армии без единоначалия невозможно, в любой армии, что в российской армии, что в американской, что в канадской, что в китайской, пока не будет единоначалия, навести порядок в Чечне невозможно будет. Именно такого поворота событий и ожидал генерал Лебедь, обращая к слушателям свою крылатую фразу. Сложилась ситуация, когда два пернатых в одной берлоге не живут. Жить не могут. Когда Лебедь сказал, двое пернатых в одной берлоге не живут, имея в виду пернатые фамилии свою и генерала Куликова, он лучше бы сказал в одном гнезде, потому что пернатым в берлоге вообще как-то жить не пристало. Когда же Лебедь говорит о берлоге, это значит, что внутренне-то он считает себя медведем. Куликов — это всего лишь генерал, который выполняет президентские приказы. У президента может быть конфликт с Лебедем, потому что Лебедь — это не просто чиновник, Лебедь — это политик, пользующийся достаточно широкой поддержкой в обществе. Быть может, именно поэтому пресс-секретарь президента объявил во всеуслышание о сохранении нынешнего статус-кво, отчасти объяснив это тем, что секретарю Совета Безопасности так и не удалось переговорить с шефом своего ведомства. Каких-либо встреч и телефонных разговоров между президентом и секретарем Совета Безопасности не было. Мне неизвестно о том, обращался ли секретарь Совета Безопасности с просьбой о встрече. Всю ту информацию, которую я располагал, я вам уже передал. Я был уверен в том, что Ельцин сейчас Лебедя не отпустит. После заявления Лебедя на пресс-конференции я был уверен, что останется и Лебедь, и Куликов, что это будет такая русская, российская бюрократическая дуэль, когда два чиновника оплевывают сначала друг друга, а потом оба остаются в правительстве. Не надо сводить ситуацию до личностных конфликтов. Дело, в конце концов, не в Куликове. Дело в том, что, к сожалению, в Москве достаточно сильны те силы, которые за продолжение войны. Симптоматично, что официальный Грозный, по крайней мере публично, пытается сохранить лояльность в отношении представителя президента в Чечне. Между мной и Лебедем Александром Ивановичем никаких трений нет. И ни при каких обстоятельствах они и не возникнут. Я в этом убежден. Я вышел из того возраста, при котором можно петушиться. Поскольку вот я был только что в Чечне вместе с Лебедем, я обнаружил, что самую большую ярость вызывает у чеченцев именно Завгаев. Ни Ельцин, ни Грачев отставной, ни сегодняшний кто-либо, а именно Завгаев. Большинству наблюдателей сложившаяся ситуация представляется спорной. Я думаю, если Александр Иванович Лебедь не начал свою предвыборную кампанию 2000 года, то, безусловно, конфликт между двумя генералами должен завершиться на позициях здравого смысла. Ну а то, что Завгаеву надо искать другую работу, то, что он является сегодня препятствием на пути урегулирования Чечни, это тоже понятно, и я думаю, что ему можно найти работу для того, чтобы навести порядок в Чечне. Я не исключаю, что генерал Лебедь и генерал Рохлин
окажутся в данной ситуации в проигрыше. Впрочем, в проигрыше окажутся не эти генералы, в проигрыше окажемся мы.